Техническое состояние водопроводных и канализационных сетей нашего города – это проблема, которая волнует и жителей Камрата, и городские власти на протяжении многих лет. За последние годы руководством Примарии муниципия Камрат предпринимались различные варианты реконструкции водопроводных и канализационных сетей. Однако до сих пор эта проблема не решена. У нас проблемы сейчас идут прямо по этому участку, где мы сейчас стоим. Метров 50 у нас очень даже сильно забитый коллектор, который втекает в самотечный коллектор. Вот этот участок от колодца до колодца где-то 55 метров, и она вся забита. Поэтому решили выпрямить вот этот участок, который идет прямо с Третьякова и соединяемся с самотечным коллектором. Вопрос водопровода и канализационных сетей в городе не один раз рассматривался в муниципальном совете. Года 3 назад эта проблема могла бы быть решена, когда Примария города нашла инвестора, который готов был вложить свои частные средства и поменять полностью канализационную систему в городе. Однако некоторые народные избранники выступили против такого решения. И проблема так и осталась нерешенной. А камратчане сегодня имеют то, что имеют. Этот вопрос обсуждается как бы на уровне Примарии и муниципального совета. Почему все-таки мы не внесли предложение, чтобы провести опрос и чтобы жители сказали, сдавать в концессию услуги водоснабжения и канализации или не сдавать? Проблема отсутствия водопроводных сетей и канализации в городе приводит к ряду других проблем. Это грунтовые воды, которые поднимаются после дождей и заливают огороды людей, дома и подвалы. Подвал полный. Все плавает, картошка плавает. Уже подняли на сантиметров 30-40 высоту, все равно в полной воде. Все в воде. Водопроводные и канализационные сети в городе Камрат были построены в 60-е годы прошлого столетия. Неудивительно, что за это время техническое состояние ухудшилось. Канализационные сети пришли в негодность и постоянно требуют ремонта. Однако частичные ремонты не решают данную проблему. Старый коллектор постоянно забивается стоками, а на ремонт требуются новые вложения. Нам достались канализационные сети в таком очень плачевном состоянии. Что можно сказать? После того, как мы обследовали самотечный коллектор, но в том числе и очистные сооружения, конечно, это все печально. Очень печально. При тех ремонтах, которые мы стали производить, четко понимаем, что латать дыры – это вкладывать деньги в никуда. Конечно же, решить эту проблему для нашего города, который сегодня является столицей автономии, лицом Гагаузии, жизненно необходимо в самые короткие сроки. Силами Примарии и муниципального предприятия «Суканал» здесь не обойтись. Нужны серьезные инвестиции. Чиновники города это понимают и знают. Однако сегодня, в век новых технологий, когда страна равняется на развитые европейские страны, а люди хотят жить достойно, проблема воды должна быть у руководства региона и местных властей на первом месте. А какой путь изберут, им решать. Главное, чтобы граждане имели возможность круглосуточно пользоваться качественной, недорогой водой.